Узнать больше о национальном искусстве в преддверии Дня чувашской вышивки, который, напомню, традиционно отмечают 26 ноября, компания МТС совместно с Национальным музеем республики запустили цифровую обучающую платформу под названием «Национальная школа чувашской вышивки». Проект стал одним из крупнейших электронных каталогов традиционных ремесел в России. Подробнее о портале в материале моей коллеги Дарьи Паскарюк. На цифровой площадке можно познакомиться с изделиями чувашской вышивки и элементами одежды с национальными узорами. Тут и головные повязки, и рубахи, и свадебные атрибуты. Кроме этого, на сайте есть и видеоуроки, посмотрев которые, каждый желающий сможет научиться вышивать мудреным швом. Все оцифрованные экспонаты сопровождает информация об особенностях вышивки верховых, средненизовых и низовых чувашей, цвета и узоры которых имеют свои отличия. Также на портале размещены варианты швов с подробными схемами и описаны особенности символов, которые лежат в основе чувашской вышивки. Здесь же можно попробовать вышивать, посмотрев видеоурок. Цифровая площадка будет дополняться лекциями и оцифрованными изображениями чувашских изделий, которые, кстати, хранятся не только в музеях нашего региона. У нас уже есть договоренности ведущих региональных музеев, в которых хранится чувашская вышивка. Они нам предоставляют электронные изображения, и на портале можно будет их увидеть в дальнейшем. Стоит отметить, что по данным Big Data МТС мы наблюдаем в последнее время, что вырос интерес и спрос к внутреннему туризму. И чуваши абсолютно не исключение. Многих привлекает именно самобытная культура, национальная культура республики. И мы очень рады, что нам удалось внести свой вклад в сохранение и популяризацию наследия чувашского народа. Цифровая площадка – это часть федеральной программы МТС «Культурный код», которая направлена на развитие территорий нашей страны и сохранение их культурных ценностей с использованием современных цифровых технологий. Дарья Паскарюк, Дмитрий Макаров. Вести. Чувашия.